Встреча главных редакторов средств массовой информации Якутии с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым затронула один из самых интересных вопросов, которые интересуют население. Это строительство нового культурного арктического центра. Центр, который большой резонанс в обществе вызывает. Вот как вообще возник этот проект? Там есть то ли российские деньги, то ли международные деньги, и то ли с этим связано, потому что под разными названиями он тоже иногда раньше возникал, да, и тоже какое-то напряжение есть в обществе. На самом деле, конечно, споров разных много. Это, наверное, исходит из того, что сумма, которую озвучили, 18,5 миллиардов, она на самом деле очень большая, так, и вызывает там, вот собрались строить центр за 18,5 миллиардов. Так. Люди же думают, что вот мы должны взять и вот в этом году же, в следующем там, заплатить эти деньги. Во-первых, 18,5 миллиардов – это максимальная стоимость, которая может быть заплачена на период до 1931 года по этому проекту, так, по центру. При этом туда входит не только стоимость строительства, которая где-то, ну, если не ошибаюсь, 9,5 миллиардов, может быть, так, сама стоимость строительства, плюс проценты за привлеченные средства, плюс обслуживание этого здания, то есть вода, электричество, там, газ, плюс налоги за имущество, которые будут платиться на период до 30-го года. Там, этот, знаете, это общая сложность там, обслуживания, ну, если не ошибаюсь, за 2 миллиарда. Так? То есть это вот то, что налоги, электричество, там, коммунальные услуги. Предприниматели некоторые мне пишут: вот мы там строим свои магазины там, за столько там, тысяч, а вы там такой объект хотите там за столько миллиардов построить. Ну, коллеги, у нас что, есть в Якутске хорошие даже те же объекты торгового назначения, которые могли бы там украшать город. Да ни одного нет. Вот, просто иногда страшно смотреть на них, так и плакать хочется. Вообще, почему эта идея появилась? Ну, вы же знаете, что эта идея не сегодня и не вчера была так, она достаточно давно у нас в обществе не то, что дискуссия была, да, хотели мы это построить, так называемая вот эта земля Олонхо-Ленд под разными названиями. Знаете, вот я что хочу сказать, да, мы по уровню развития культуры, в культурном развитии вышли на определенную такую развилку, и мы сейчас должны для себя определиться, что такое культура Якутии, что такое Якутск, как и найти его место в культурном пространстве. Не только республики, но и страны, и, может, даже мира. В постсоветское время культуру подняли на очень высокий уровень. Так? И сегодня отказ вот от амбиций, он влечет за собой то, что мы должны от очень многих вещей отказываться. Зачем тогда нам высшая школа музыки? Зачем нам театр Олонхо? Зачем нам филармония здесь, в городе Якутске, классическая, так, в которой на самом деле дирижируют всемирно известные дирижеры, вот, например, итальянец, который у нас работает. Давайте от этого всего откажемся и будем спокойным провинциальным городом. Или мы, еще раз говорю, мы ставим здесь объект, такой соответствующий нашим амбициям республики, и объект, который на самом деле будет достоин вот тех же культурных кластеров, которые сегодня в стране строятся. Вот в Приморье, например, построен кластер, где этот филиал Мариинки. Причем на него потрачено, если я не ошибаюсь, уже 35 миллиардов рублей. И он еще строится. В Кемерово вот сейчас начинает строиться, в Калининграде, в Севастополе. Причем там, еще раз говорю, стоимость этих объектов, сопоставимых по площади с нами, она даже гораздо выше. Причем в прямом строительстве. Поэтому этот объект надо строить. Конечно, его надо обсуждать. Вот Антон на меня выходил, я абсолютно с ним согласен, что инициаторы проекта, те же архитекторы, те же строители, или у нас работники культуры должны встречаться, в том числе и с членами общественной палаты, с другими экспертами, объяснять им, какие-то общие подходы находить, может быть, где-то там на самом деле что-то сделать по-другому. Да, поэтому вот такая встреча, конечно, состоится, и причем это должна быть не одна встреча, это должно быть много встреч, мы должны постоянно этот объект контролировать, так, как он строится, какие там эти будут объекты, что там внутри будет. Там же еще внутри будет огромное количество общественных пространств. Чем его наполнить? Так? Я не сторонник того, что все внутри должно за счет бюджета содержаться. Там как раз и общественные пространства должны быть, которые за счет бизнеса будут работать. Всяческие городские там локации должны быть. Так? Мы уверены, что когда это все развернется, с городскими сообществами, конечно, очень отработаем. И как раз это будет центр такой, знаете, креативной, в хорошем смысле, индустрии и нашей республики, и всего Дальнего Востока. В заключение скажу, мы сейчас, конечно же, будем добиваться того, чтобы на строительство была выделена определенная федеральная поддержка.
И любые федеральные средства, которые поступят именно на стадии строительства, будут направлены на финансирование строительства, они, конечно, образом будут сокращать эту стоимость. Так? То есть вместо 18,5 мы можем потратить, там, знаете, где-то в районе 10 миллиардов. Республика в целом на период до 30 года. Поэтому работы будут идти, и уверен, что мы получим здесь объект, который будет украшением и символом будущего Якутска. Журналистами был поднят вопрос по работе региональных операторов на территории Республики Саха-Якутия. У нас сейчас республика вошла в состав учредителей регионального оператора Якутской Экосити, пересматривается тариф, ушли от нас эстонцы. Вот какая стратегия будет со стороны МинЖКХ в части работы регионального оператора по городу Якутску? Чего нам ожидать? По экосетям и вообще по работе по мусорной реформе. Конечно, мусорная реформа у нас, как и в других субъектах, идет достаточно сложно. Я вот остановлюсь на работе всех операторов. Я их достаточно регулярно сейчас вынужден собирать всех, заслушивать отчеты. Каждая зона по-своему имеет свои отличительные черты. По Арктике у нас вообще никого не было, никто не заявился, потому что в условиях Арктики, конечно, о каком-то там разделении мусора, там, мусоропереработки и так далее говорить просто-напросто не приходится. Так? И мы были вынуждены просто-напросто назначить ГУП ЖКХ ответственным за мусор по Арктике. Вот сейчас они назначены, работу начинают. Там делать надо все практически с чистого листа. Там никогда индустрия у нас работы с отходами на Арктике у нас не была развита. Вот. Все свалки у нас там не зарегистрированы, никто никогда за мусор не платил. Вот. Уж не говоря о том, что оборудовал вот эти контейнерные площадки и так далее. Поэтому работа эта начинается, и я надеюсь, что ГУП ЖКХ с этой задачей справится. По Южной Якутии там у нас структура Нерюнгринская, муниципальная выиграла конкурс. Работает неплохо, но есть у них проблемы по Алдану. Они связаны с тем, что у них не хватает техники. Вот как меня на последней встрече они заверили, сейчас уже решение принято по закупу дополнительной техники, и где-то вот с конца сентября, как они сказали, проблем по Алдану именно уже не будет. У них сейчас, еще раз говорю, в Алдане элементарно не хватает техники для своевременного вывоза мусора. По Мирному там вот предприятие, которое тоже с муниципальным участием, оно работает по Вилюйским группе районов, по Ленску и по Алётминску. Нарекания есть достаточно серьезные по Ленску, и нарекания есть по Алётмину. Так, я поручение соответствующее дал, чтобы они все-таки эту проблему в ближайшие месяцы опять же решили. По Вилюйской группе у них там серьезных таких замечаний нет, хотя, конечно, в каждом районе тоже есть свои особенности. По Заречной группе районов там ребята, в принципе, работают. Конечно, есть проблемы, они связаны с тем, что много у нас очень населенных пунктов в Заречной группе районов, там не только Заречной, там аж до Уйсмая. И, к сожалению, вот есть вопросы, например, когда в одном, они сами это все, конечно, закрыть не могут, нанимают подрядчиков, и получается, что подрядчик, например, в том поселке, где у них хорошая экономика, деньги достаточно большие просит, вот, а на тех поселке, где, например, большой жилфонд, но он очень плохо отрегулирован, тарифы очень низкие, например, там возьмем вот Уйсмайский район, да, вот, и его поселки, там вообще нет желающих работать. Вот, поэтому там время от времени проблемы возникают, решаем, я надеюсь, что там все-таки эти проблемы, в первую очередь по таким поселкам крупным, промышленным, да, все-таки будем мы совместно с ними решать и решим. Что касается Якутска по экосети, мы несколько раз на эту тему встречались, в том числе и с руководством города. Еще раз повторю, что я не удовлетворен тем, что как город управлял этим процессом, и Саданов один на мое мнение знает. Вот. Потом мы в конце концов вместе с ней решили, что лучше будет, если никаких там инвесторов не будет, войдет республика, и дано было поручение мною, и дочерняя структура ГУПа ЖКХ сейчас стала одним из соучредителей экосети. Сейчас получается, что город и республика 51/49 управляют экосетями. Сейчас
Я принял решение о снижении тарифов, хотя мне многие пытались убедить, и в том числе и в правительстве, и в городе, что давайте мы оставим высокие тарифы, за счет этого поднимем экономику предприятия и будем дальше инвестировать уже в строительство этих полигонов, мусороперегрузки. Я сказал, что раз в этом году инвестпрограмма не выполнена, то жители города Якутска не должны платить за неполученные услуги. Вот, поэтому тариф достаточно радикально снижен. Вот. В результате этого, например, кстати говоря, задолженность экосетей перед жилкомсервисом тоже будет уже не 120 миллионов рублей, как многие писали, а где-то в районе 50 миллионов рублей. Вот. Что касается строительства мусорного полигона, строительства мусороперегрузочного комплекса, то никто этих задач не снимает с повестки дня, мы их обязательно должны решить. Вот. Надеюсь, что вот проект, который экосетями был разработан после учета замечаний Росприроднадзора, все-таки будет принят, и строительство полигона будет на 26-м километре. Что касается места мусороперегрузочного комплекса, то здесь пока дискуссия идет, и вот здесь я считаю, что определяющим должно быть мнение города. Или это будет все-таки мусороперегрузочный комплекс на базовом переулке, или это будет мусороперегрузочный комплекс в районе Старой Свалки на 9-м километре. Ну, еще раз говорю, специалисты смотрят, решение примут, мы это решение не поддержим. При этом я все-таки надеюсь, что реализовываться эти проекты будут не за счет бюджета и республики, и города, а все-таки за счет какого-то инвестпроекта, под который республика и город совместно мы какие-то гарантии дадим для инвесторов, чтобы они его реализовали. Интерес на самом деле есть и российских компаний, и иностранных компаний. Кстати, вот японцы тоже интересуются. Там протокол намерений даже подписали на СИАЗ по участию в данном проекте. Есть интерес со стороны крупных институтов развития российских, например, Фонда развития Дальнего Востока, по финансированию проекта. Поэтому я думаю, что мы вот эти задачи, направленные на экологическое благополучие жителей города Якутска, должны в ближайшие годы решить. Встреча журналистов с главой республики затронула достаточно много тем. Вопросы журналистов были разные. В нашей телепрограмме мы постараемся некоторые вопросы и ответы главы осветить. Смотрите телепрограмму «Точка взаимодействия» каждую неделю, вторник и четверг в 21:15 и в субботу днем в 2 часа 15 минут.